Здравствуйте. Мансуров Усманбеков, Совет Кыргызской диаспоры. Совет Кыргызской диаспоры. На фоне расширения НАТО ожидается ли в ближайшей перспективе расширение укрепления блока ОДКБ, и могут ли члены данной организации быть уверены в том, что членство в данной организации гарантирует безопасность как внутри, так и внешних угроз? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что ожидает Евразийский экономический союз на следующем этапе своего развития, по мнению России, и когда ориентировочно ожидается полная интеграция товарооборота трудовых ресурсов, и иногда с этими проблемами сталкивается непосредственно Кыргызстан? Спасибо. Хорошо подготовили, я смотрю. Что касается ОДКБ, эта организация уже доказала свою востребованность. Мы помним, как в январе этого года по просьбе руководства Казахстана была направлена миротворческая миссия, которая взяла под охрану, под защиту правительственные здания и другие объекты критической инфраструктуры, тем самым высвободив возможности казахстанских сил безопасности для того, чтобы навести порядок. Вы упомянули в своем вопросе, насколько ОДКБ может быть полезно не только во внешних делах, но и во внутренних делах. В Казахстане была внутренняя ситуация, но создали ее с активным использованием внешних сил. И это не уникальный случай для Центральной Азии. Мы имеем огромное количество сведений, они протекают в прессу, о них говорят специалисты очень часто на всяких ток-шоу, о том, что западные спецслужбы, и американские, и британские, и европейские, спецслужбы ряда других стран активно хотят внедряться в Центральную Азию, активно хотят создавать там некие свои структуры влияния, ну и тем самым оказывать воздействие на политические процессы, которые там развиваются. И в подавляющем большинстве случаев это воздействие мыслится не как безобидное, мягко говоря. И в Казахстане был очень серьезный внешний фактор, который сыграл решающую роль в раскачивании ситуации, в создании той обстановки, когда пришлось ОДКБ оперативно и эффективно внести свой вклад в успокоение этой ситуации. Устав ОДКБ, он известен, когда любая страна ощущает себя неуютно с точки зрения безопасности, она вправе запросить консультации, и по итогам этих консультаций страны единодушно принимают то или иное решение. Это все остается в силе, и мы этим будем руководствоваться, как я надеюсь, все другие члены организации по коллективной безопасности. Насчет Евразийского экономического союза процесс идет, и да, на каком-то этапе, я надеюсь, внешне отдаленном, будет выравнивание рынков труда, но пока это преждевременно, и на данном этапе сейчас самое главное пресекать незаконную трудовую миграцию, когда недобросовестные предприниматели здесь, недобросовестные вербовщики, извиняюсь за это слово, вербовщики рабочей силы в стране, откуда эта рабочая сила хочет ехать в Россию, договариваются, нелегально привозят людей, отбирают паспорта, и они в абсолютно бесправном положении становятся просто заложником таких вот недобросовестных предпринимателей. Мы сейчас и в Кыргызстане, и в Узбекистане, в Таджикистане налаживаем по линии нашего Министерства внутренних дел, по линии миграционных служб, специальную программу подготовки трудовых ресурсов и организованного набора трудовых ресурсов. Каждый, кто в этих программах участвует, абсолютно защищен, у него нет риска потерять и деньги, которые в ином случае платят там в каких-то серых конвертах, которые не платят месяцами, и нет риска остаться без пенсионных гарантий, когда он закончит или она закончит свою работу. Поэтому это очень, на данном этапе сейчас важно навести полный порядок, прозрачность и легитимность в этих вопросах. Мы ими давно занимаемся.